Руслан, насумящего уяус уцбама. Я юж цудут за ус и цахон и цми пахгу на дыратора. Ахожи свускура чахит, а медицина ганахил. Аяха, ари агубзирах череску дыратаров. Сарас журналистов схалис зымя помгар. Акыбачуншун вахан издахым ачкун бзит бывыглут ахаким. Ай, ицбохка сахахет. يخبشا بزيوب أخا تكحزي بدرم دارة زسوغوت حوي كشنا حضرة ترى إيتسجي إيرتشنا أتيلي خبشا أتحب خالبها خمبدا بطال كتير يامش أبزير الشمس أتيلي خبشا درويج أبسو أتيلي خبشا زيغراست زغويسوا أدرة ترى أغويسرم زيلا شابيت студия асысча. Дачазнеги баталка це, а хаким онколог ехернахыз, а дыратара, а гойсра амепгой. Батал аманшалара узехищит, ари и чуцу аус. Ачам. Хусура аутшах, пила ауапсыра, ргобзера, я ныпшипха сугохой. Руслан смыр, абжап непш акунко, яха асас и тып аникалейт. Яраубас, азамат хиба, ахучко рхакем. Ярау бас حضرترخ абхерейман абснышлар депутат Аполлон Гурглия, аха силахопихан яха зымайт. Яхату тема хазат глозер, яха халатшажует, а гобзерахчара азакван. У нас произошло небольшое изменение формата, в связи с чем хотелось бы в наших передачах обсудить проблемы, существующие в здравоохранении, проблемы, существующие в различных сферах здравоохранения. Собственно говоря, эти вопросы сегодня будут адресованы нашим гостям. И в первую очередь хотелось бы начать с закона о здравоохранении. Обсудить их в том числе с присутствующими гостями, которые являются инициативной группой, которая давно уже занимается разработкой проблем и способов их решения в существующей сфере здравоохранения. И первый вопрос касаемо закона о здравоохранении. Руслан Александрович, наверное, он будет адресован вам. Насколько актуален сегодня этот вопрос и что в этой сфере было сделано за последнее время? Спасибо за вопрос. Безусловно, актуальность вопроса закона о здравоохранении стоит на самом высоком месте. Почему? Потому что обсуждаемость его в обществе очень высока. Почему нужно уже прийти к тому, чтобы принять, наконец, закон о здравоохранении? То есть закон позволит в будущем регулировать все механизмы организации здравоохранения, и в нем будут прописаны четкие пути решения различных задач. Чтобы это все выполнить, безусловно, нужно брать опыт развитых стран, которые регламентировали все моменты в виде закона о здравоохранении и сегодня успешно используют. Я просто хотела бы сказать, что в начале передачи я не представила нашу аудиторию. У нас сегодня гости, врачи. Тема, которую вы хорошо знаете, поэтому я попрошу вас проявлять активность. Если вы будете с чем-то не согласны, а я бы очень хотела, чтобы у нас была развита дискуссия, если получится, то можете высказать свое мнение, также дополнять выступающего. Так что ждем от вас активности, ребят. Руслан Александрович, значит ли это, что закон о здравоохранении является фундаментальной базой для вообще функционирования всей системы? Безусловно, безусловно. То есть это основной документ, который нужно исполнять. При условиях исполнения этого закона, я думаю, уровень здравоохранения будет на глазах расти. Насколько мне известно, существующий закон о здравоохранении, которым мы пользуемся, он является советским, еще из, так сказать, прошлой жизни. Насколько он актуален и насколько он устарел? Документ, которым пользуется сегодня здравоохранение, он даже не закон. То есть это какие-то постановления, решения Кабинета министров, которые здравоохранение используют как основополагающие документы. То есть есть, конечно, и хорошие в этих документах, но если говорить в целом, да, то есть система страдает. То есть тут мы сейчас говорить о том, что у нас в здравоохранении есть множество проблем, смысла нет. Заман Анатольевич, если можно вопрос вам.
Скажите, пожалуйста, знаете ли вы и вообще были ли попытки законодательных инициатив в этой сфере? Если были, то какие? И если по возможности ответить на вопрос, были ли в них какие-то значимые плюсы либо минусы? Ну, во всех законодательных инициативах трудно мне судить. Конечно же, они были, и они касались в основном не общих каких-то положений, а конкретно по направлению медицины. То есть, что нужно сделать, чтобы та или иная отрасль медицины начала развиваться. Вот, в частности, нами в рамках Ассоциации медицинских работников была представлена такая модель, она называлась развитие неонатологической службы, то есть предоставление новорожденным детям минимально необходимой помощи. Причем это оказалось как развитие этой помощи в районах Абхазии, так и централизованно. Там было подсчитано, экономически просчитаны затраты на это и эффекты, которые мы получаем. Но, к сожалению, эти все инициативы не были достаточно ясно поняты, и, так сказать, итог оказался ничем. То есть они так и остались на бумаге. Можно я скажу от лица потребителей медицинских услуг, которые вот телезрителей, которые сейчас нас смотрят? У нас, кстати, есть небольшой опрос, где наши граждане высказывают свое мнение по обсуждаемой теме. Давайте их послушаем, затем я задам свой вопрос. Рака худсра тахтам паспи ана гота гобзерах через козаван хампада ятахна ипо гоп уи вежаш псарак хиди ика зараку на хаспи ана гот уи нас из хам за скорочва зараку би хайурист фирдервет агис was худсва уи нас ярбан закон за алагир экономикала ядхалоб да чекала еще круг лазроб мзаруса закона хала и увид хауса вайза алазун. Когда нет закона, есть такой правовой вакуум, то есть это всегда возможность для злоупотребления, да, для коррупции. И кроме того, конечно, это сказывается на качестве услуг, да, для нас, как для потребителя. То есть мы все обращаемся рано или поздно за медицинской помощью, да, то есть разного рода медицинской помощью. И мне на своем опыте тоже приходилось не раз с этим сталкиваться. И, конечно, качество услуг оставляет желать лучшего. Закон, он регламентирует, что делать, как делать, куда идти, как поступать. И, если честно, с законом жить легче. Потому что четко понятно, куда посмотреть, заглянуть и четко знать какие-то последующие действия. Закон уже 20 лет не принят, потому что мы не можем определиться, какая нам нужна медицина, платная или бесплатная. Мы по факту привыкли к советской медицине, мы выходцы все из Советского Союза, да, привыкли к бесплатной советской медицине. Но по факту сегодня у нас получается нечто смешанное между платной и бесплатной. По факту мы платим за медицину, большая часть населения. На мой взгляд, тут надо исследовать опыт мировой. Обснир замхушту чима заракпаху пере уядагинас яха обснантас ванцо яха дочекала медицина авиа зара хараку парака аппаратурах по яхто ифам وبريقان بيخوشك بري حر أوي نيمم داري ودايو بيقو بيحبر رخيني ويت يناد نقال كوخو وبريكي أبسنا خديخ نيو حب وبري زار زحنا أبسنا خديخ ويد نيو يقام زروب أبسنا خدايم وبدش زارك إيز باشا حنكر политика экономика وي знапену يرا гобзерах через министр роб. Я считаю, что должно быть обязательное государственное медицинское страхование в первую очередь. То есть я считаю, что государство должно обеспечивать какой-то набор услуг, да, может быть это базовый набор услуг для своих граждан, когда, чтобы в случае необходимости, да, если вдруг какая-то критическая ситуация, да, или даже плановая операция, то есть какой-то уровень услуг государство оплачивает своим гражданам. Если ты хочешь, например, более комфортные условия, да, в палате, да, то есть какие-то дополнительные, может быть, VIP-услуги, то желательно, конечно, пока у нас еще это не развита система страхования, да, вот, частного страхования, чтобы ты мог покрывать из своей страховки. Мне кажется, он должен быть понятным и для потребителей медицинских услуг, он должен быть доступен для потребителей, и в нем должны быть ответы на все вопросы. Меня, например, очень всегда интересует, приходя в наши больницы, да, или там поликлиники, на каком основании я могу получить ту или иную услугу.
Если она бесплатная, значит она бесплатная. А если платная, то куда мне заплатить? Вот. И я думаю, что это как раз таки закон и прописывает и вносит ясность. Скажем, в Великобритании считается одной из медицин лучших в мире, да? Там государственная медицина бесплатная. За счет налогов, которые люди платят, им оказывают бесплатную медицинскую помощь. Сильная сторона бесплатной медицины, государственной медицины, это профилактика. Понимаете, они не допускают развития болезней до дорогостоящих там случаев, операций, там экстренных случаев. Они занимаются профилактикой и на первом этапе ловят болезнь, а это вылечить такую болезнь дешевле гораздо получается. Вот, скажем, опыт Советского Союза и опыт Великобритании был использован Кубой. И сейчас признано, что Куба в мире лучшая профилактическая медицина. Вроде бедная страна, на здравоохранение не могут много денег выделять, но тем не менее у них лучшая профилактическая за счет того, что они болезни ловят на начальной стадии. Почему-то мне импонирует именно вот такая государственная медицина. Это мнение наших граждан. У меня вопрос. Кто знает, какой закон о здравоохранении нам нужен? И какая группа должна подготовить этот закон? И насколько тут могут учесть мнение потребителей медицинских услуг? Ну, прежде всего нужно сказать, что существует несколько моделей, да, здравоохранения. Чтобы не путать телезрителей, я хотел бы сразу сказать о том, какая модель более приемлема для нас. То есть в нашем случае, безусловно, эффективная будет модель государственного здравоохранения. То есть поясню, в чем разница. То есть медицина – это деятельность, опять же, государства, вернее, здравоохранение – деятельность государства, и она должна быть дотационной бюджету. То есть это определенное бремя для бюджета, и это нужно изначально понимать. Вот, потому, если будет государственное здравоохранение в республике, то прописав в законе все механизмы взаимодействия, то есть пациента с врачом, врача со стационаром, стационара с Минздравами, то есть все уровни ветви, если будут работать по прописанному закону, несомненно, эффективность здравоохранения будет очень высокой. Азамат, что вы думаете по этому поводу? Ну, по этому поводу я, в принципе, согласен с доктором. Медицина – это расходная статья бюджета, особенно государственная, поэтому расходоваться она должна эффективно. И, как говорили телезрители, то есть складываться нужно в профилактику в связи с тем, чтобы уменьшить количество и процент случаев болезни, которые доведены до тяжелого состояния, профилактике не поддается. Я даже где-то читала в интернете, что на Кубе здравоохранение, годовое финансирование на здравоохранение больше даже, чем на армию. Вот кто-то имеет представление, чтобы у нас была качественная медицина? Какое финансирование нужно вообще? В какие суммы это укладывается? И может ли наша страна это себе позволить? Самый главный вопрос, все об этом спрашивают, да? То есть тут опять же учитывать надо мировой опыт. То есть тут велосипед дважды изобретать не нужно. Все страны, которые сегодня имеют эффективное здравоохранение, я имею в виду развитые страны, прошли тот путь, который проходим мы когда-то. То есть вся информация, вложенная в то здравоохранение, которое они имеют сегодня, доступна. То есть это разные критерии оценки, то есть от процента валового дохода ВВП, да, и от процента от бюджета страны. Мировой опыт порядка 25% первые 3 года финансирования. В последующем поэтапное снижение до 15% минимум. Вот у нас очень много законов, они очень схожи с российскими законами, да? А вот в здравоохранении, насколько нам аналог российский подходит? Российский аналог, безусловно, нам не подходит. Во-первых, ни территориально, ни численностью населения. У них очень большое число посредников, и система финансирования, она не государственная модель, то есть там комбинированная модель со страховой. То есть нам так расширяться в наших условиях категорически нельзя, на мой взгляд. То есть нужно нам четко определиться, что у нас государственное дотационное здравоохранение. Если можно, Азамат Анатольевич, вопрос к вам. Имеет ли право на жизнь у нас страховая медицина со всеми ее плюсами и минусами? Если мы говорим о обязательном медицинском страховании ОМС, то тут нужно учитывать несколько важных факторов. Во-первых, ОМС
отчисление с фонда заработной платы в ОМС, оно напрямую зависит от средней заработной платы человека. А это зависит от того, в стране, где эта модель вводится. Если в этой стране есть сильное социальное расслоение, то будет довольно значительная часть людей, которые, естественно, получают заработную плату минимальную, а процент с нее опять-таки небольшой. Поэтому ОМС в странах с сильным расслоением населения работать будет только очень ограниченно. Этих средств будет хватать только на определенные программы, и опять-таки всю медицину это не будет покрывать. А второй очень важный момент, опять-таки, как сказал Руслан, посредник — это всегда посредник. И целью посредника является как можно больше денег взять и как можно меньше денег дать. Поэтому по своей сути обязательное медицинское страхование должно жестко контролироваться, в том числе должны быть приняты законы о запрещении получения сверхприбыли, законы, которые направлены на фиксированную оплату самого фонда ОМС в процентах от общего числа денег, которые он получает. То есть за этим должен быть контроль. И страховщики, они ни при каких условиях не должны диктовать докторам, как им лечить и что им делать. То есть при соблюдении вот этих правил, да. А то, что касается добровольного медицинского страхования, то здесь больше возможностей. Исходя из того, что мы посмотрим в мире, какие есть модели ДМС, то в принципе можно здесь это применять. И тут нужно просто грамотно считать, и перспективы есть. Какой-то законопроект уже существует? Есть несколько таких предварительных законопроектов, которые, по примеру, одно, то есть переделано под наши условия, это российский закон о здравоохранении, второй, группа специалистов из Израиля были приглашены, они свое видение какое-то оставляли, и есть законопроект, подготовленный парламентской комиссией. А по поводу концепции развития здравоохранения, вот что за концепция? Кто ее разрабатывал? Это, опять же, видение наше коллегиальное, да, мы, изучив мировой опыт, пришли к тому, о чем я говорил выше, что здравоохранение в Абхазии должно быть государственное, дотационное, плюс обязательное медицинское страхование, фонд обязательного медицинского страхования и плюс дополнительные источники финансирования. Я даже тут раскрою немножко вопрос. Дополнительными источниками финансирования могут быть еще и платные услуги при обеспечении гарантированного пакета охраны здоровья граждан в стране. То есть помимо этого всего, то есть если гарантирован определенный пакет, необходимый для населения, если предоставлять какие-то сверхуслуги, это может быть и высокотехнологичные какие-то медицинские виды лечения и какие-то VIP-условия, так скажем, да, с какими-то условиями. По-моему, в Германии так. Много стран разных пользуются государственной системой здравоохранения, но нет такой едино выработанной какой-то схемы, понимаете? То есть нельзя взять чей-то опыт и перенести его к нам. То есть обязательно надо учитывать местные условия и адаптироваться именно под них. Понятно. То есть я, насколько понимаю, абсолютно полного копирования шаблона невозможно. Надо выработать свой закон о здравоохранении, свою систему. Еще хотелось бы задать вопрос по тому, кто должен этим заниматься, какая площадка, с кем нужно обсуждать эти вещи. Может ли исключительно парламент взять на себя такие обязанности, либо это функция нескольких сторон. Чем больше людей участвует в обсуждении закона, тем более вероятность того, что этот закон будет работать. Допустим, с одной стороны нужны доктора, то есть медицинское сообщество. Ясно, что именно им работать по этому закону, этот закон исполнять, и общую ситуацию медики, они с своей профессиональной точки видят, как говорится, ясно. С другой стороны, нельзя обойтись без людей. То есть, по той стороны, кому будет оказываться медицинская помощь. То есть, широкая должна быть общественность разных возрастов, разных социальных групп, потому что они будут впоследствии сталкиваться с тем, как этот закон будет исполняться. И третья сторона, это должны быть чиновники разного уровня, начиная от глав сельских администраций и заканчивая депутатами парламента. Вот когда вот эта группа найдет между собой общий язык и какие-то простые вещи будут понятны всем трем сторонам, тогда можно приступать к реализации, к прописыванию каких-то положений, к финансированию и двигаться дальше постепенно. Исходя из сказанного вами, Руслан, можно ли сделать вывод о том, что
В принципе, самым оптимальным вариантом при планировании закона здравоохранения будет обеспечение наших граждан каким-то базовым уровнем доступа к медицинским услугам. И, если возможно, в общих чертах, что этот базовый уровень, простыми словами, будет из себя представлять? Абсолютно верный вопрос. Государство, брав на себя ответственность содержать здравоохранение, оно должно определенно четко гарантировать определенный уровень оказания помощи. Что туда входит? Например, человек находится на рабочем месте, у него, например, заболел, скажем, живот. Попав в стационар, он должен обследоваться, ему должны сделать определенные диагностические процедуры, его должны обследовать лабораторно, его должен посмотреть как минимум несколько специалистов. Да? И это все упирается в какие-то определенные финансовые моменты. Тоже понятный принцип без упреков. То есть на сегодняшний день нет возможности финансировать на том объеме медицины. Очень затратная структура, сфера. Это цифры колоссальные, реально. Потому эти проблемы все падают на самого пациента, они падают на его родственников, они падают на весь коллектив медицинский. Если я правильно понимаю, вы говорите о необходимости бесплатного оказания экстренных медицинских услуг. Абсолютно верно. Абсолютно. То есть неотложной этот гарантированный пакет, когда человек пришел в стационар, ему стало плохо, он абсолютно четко должен получить бесплатно. А если это плановая, например? Если плановая, то есть тут тоже есть моменты, где прописываются, опять же, в стандартах, которые относятся к закону о здравоохранении, да, опять же, прописываются все поэтапные виды деятельности, которые должны оказываться бесплатно. То есть это вот тот порог, который должен обсуждаться. Понимаете, мы порог, например, скажем, в России, скажем, 2 ступени. Порог в Германии, например, 4 ступени. Понимаете, они могут там гарантированно то, что бесплатно, на уровне 4 ступеней оказывать. В России могут только на 2. То есть этот вопрос тоже обсуждается. Но то, что касается экстренных ситуаций, неотложных состояний, естественно, это все должно быть бесплатно, на мой взгляд. Вплоть до медикаментозного обеспечения. Я так понимаю, что если не будет финансирования, если не будет денег, то есть мы остаемся на этом же уровне. Сделать шаг вперед будет невозможно. В принципе, да. И если я правильно понимаю, то есть для того, чтобы телезрителям было более понятно, имеет смысл сесть за стол переговоров и договориться, да, говоря по-простому, что раз в год наш человек бесплатно за счет государства сможет себе позволить. Абсолютно верно. Будь то однократное исследование рентгенологическое, да, органов грудной клетки, это УЗИ, это анализ крови или то есть какой-то минимальный перечень, но который государство будет гарантировать нашему гражданину. Все верно. То есть определенный пакет надо прописать именно. То есть существуют еще такие понятия, я поясню, чтобы опять же понятно было. Есть стандарты оказания помощи, это мировой опыт. То есть медики прописывают по каждому заболеванию, да, по группам заболеваний определенные действия, которые обязательны к исполнению на всей территории здравоохранения. Да? То есть нету самодеятельности. Скажем, в одной больнице врач посчитал полечить так один диагноз, в другой больнице врач посчитал по-другому это полечить. В обоих случаях какой-то эффект получили. Но где было больше затрачено или меньше затрачено, или вред здоровью был нанесен, непонятно. То есть вот эта стандартизация, она очень важна. Существуют эти стандарты, и к нам они должны тоже прийти. То есть это один пункт. После получения помощи в амбулаторном порядке и в стационаре, то есть больной не может после хирургической операции пойти на работу и зарабатывать себе на жизнь. Он должен пройти какую-то реабилитацию. То есть есть порядки оказания помощи. Такие же документы, которые регламентируют на всей территории здравоохранения, какую дальше он должен помощь получить. То есть реабилитацию и так далее. Я хочу, чтобы наши участники подключились к обсуждаемой теме. Хочу узнать их мнение. Вот если будет закон о здравоохранении, как это отразится на качестве вашей работы? Насколько вам в помощь закон? Безусловно, закон о здравоохранении большое подспорье для доктора. Прежде всего, это определенные стандарты, к которым стремится каждый доктор. Это ни в коем случае не
самовольное какое-то отношение к больному. Надо понимать, что государственное здравоохранение направлено на профилактику, то есть оздоровление в целом общества, в котором мы сегодня живем. Можно решить любую проблему, если она на начальной стадии. То есть это как одно из составляющих этого закона. Я всего лишь хочу сказать, что закон поможет непосредственно докторам в плане того, что они будут сами защищены. То есть у нас в стране как бы так уж завелось, один нехороший случай, и на докторе, считай, можно поставить крест. То есть в данном случае этот закон, он все сделает, я надеюсь на это, что все будет регламентировано настолько, чтобы просто так даже доктора не могли бы обвинить. Просто так я имею в виду. Потому что в большинстве случаев, как мы считаем, как это самое, происходит то, что оговаривают докторов. Как бы получается... А вот какую модель здравоохранения вы вообще считаете приемлемой для Абхазии? Я думаю, то, что представляли Руслан Александрович с Азаматом, оно достаточно подойдет к нашей ситуации. Энвер Чамагуа, экономист. Я курирую здравоохранение города Сухум, являюсь депутатом Сухумского городского собрания. Вот за 3,5 года могу свой анализ дать именно в сфере здравоохранения, так как сегодня действительно большая проблема, большая дыра. И, на мой взгляд, вот огромное количество народу, которые обращаются за помощью материально, чтобы выехать, потому что болезни очень разные. Наше здравоохранение сегодня не может оказать всю необходимую, полноту помощи медицинскую, и поэтому им приходится в срочном порядке вывозить своих родных, близких и детей. Это то, с чем я сталкиваюсь. И, на мой взгляд, закон о здравоохранении, он нам необходим, он очень важен, и чем быстрее мы его примем, тем лучше и систематизируем нашу всю сферу здравоохранения, потому что те деньги, которые выделяются на уровне города Сухум, они действительно не покрывают всей той необходимой полноты для того, чтобы можно было ее как-то реанимировать, систему здравоохранения даже города Сухум. И поэтому, на мой взгляд, все те проблемы, которые существуют, это опять же от того, что мы не имеем систему здравоохранения. А если говорить, какую модель выбирать, естественно, в первую очередь, это государственная модель, она нам показывала и доказывает, что из прошлого, и в принципе в наших условиях Абхазии, я думаю, что она самая приемлемая и оптимальная. И даст Бог, в ближайшем будущем мы будем пользоваться. Спасибо. Наших граждан, которые выезжают за пределы Абхазии, получают медицинскую помощь там, они что же оплачиваются из нашего бюджета? Получается, эти деньги тоже останутся здесь. Энвер сказал о сроках. Чем быстрее, тем лучше. Кто-то может сказать сроки? Широкой общественностью решить, какие должны быть основные подспорные пункты, указанные в законе о здравоохранении, и придя к какому-то общему мнению, нужно принимать ее в ближайшие сроки, потому что в будущем можно будет какие-то вносить поправки в закон о здравоохранении и опять же адаптировать его больше к нашим условиям. Значит ли это, что в нашей стране будет отсутствовать частная медицина, либо платная медицина? Нет, это не значит. Все наши утверждения о том, что государственная модель наиболее подходит для Абхазии, не означает, что будет полностью исключена частная, страховая, либо какая-то иная. То есть мы просто упор делаем на государственную модель, а те секторы, которые можно отдать частникам и соцстрахованию, можно отдать, и главное, чтобы это было подконтрольно, и чтобы они не перекрывали, не дублировали друг друга. То есть, если я правильно понимаю, в стране будет существовать, должна существовать и государственная модель здравоохранения, и частный сектор медицинских услуг, и свой сектор в каком-то соотношении и страхового здравоохранения, страховой медицины. Весь вопрос заключается в балансе всех этих вещей, но приоритет все-таки остается за государственным здравоохранением. Да, приоритет остается за государственным здравоохранением, потому что в наших условиях для Абхазии, и если судить с точки зрения демографии, здравоохранение это такая же одна из самых главных неотъемлемых вещей, на которых строится государство. Поэтому без государственного участия в таком важном вопросе, как здоровье народа, обойтись не получится. Это вопрос национальной безопасности. Да, можно так сказать. Батал, режиссер уже дает знак, что мы должны завершать передачу. Я хотела бы узнать, ты доволен сегодняшней беседой и какие следующие будут шаги у медицинского сообщества? Одним обсуждением вопрос не решится.
Однозначно, сегодня я доволен нашим обсуждением. В первую очередь можно сделать выводы, которые интересовали наших телезрителей. Вывод первый. Вопрос был, какая медицина, какое здравоохранение нам нужно. Это платное или бесплатное? В нашем случае это обязательно государственное здравоохранение с элементами частной медицины и страховой медицины, но в определенном балансе. Вопрос очень важный второй и вывод, да, в какие сроки и кто это должен принимать этот закон. Мы пришли к выводу о том, что это должно быть широкое обсуждение медицинской общественности, пациентов. И третья сторона – это государственные структуры, то есть чиновники всех уровней, которые будут обеспечивать данный процесс. Здоровье граждан – вопрос национальной безопасности. Имеем ли мы время на долгие раздумья? Мы даже не можем провести анализ ситуации, потому как у нас нет точных данных о рождаемости, о смертности. Есть ли правдивая статистика о заболеваемости таких грозных, как гепатит, как СПИД, наркомания, онкология? Какая средняя продолжительность жизни гражданина Абхазии, жителей Абхазии? Боюсь, ответы на эти вопросы неутешительны. Мы так и никогда не вступим в благополучное государство, будучи физически больными. Но я верю, что ситуацию можно исправить. И хороший закон о здравоохранении, я думаю, это будет первым шагом. А вот следующая тема нашей программы – это профессиональные кадры в медицине. Если есть кому что сказать, можете звонить по телефону, который вы сейчас увидите на экране. У меня все. И табу пахопшча, и табу пасча. Хайбабойт и айуа афяхачна. Шарафяхопшу напсу телехопшу, что заиграста с гуйсу адыратара, а гуйсра. Абзерс.